Как говорил великий писатель Иван Бунин, человека делают счастливым три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Мы отправляемся не просто путешествовать, но также увидеть жизнь казахстанцев за рубежом, как складываются их судьбы, о чем они мечтают, по кому и чему скучают вдали от родины. 4 часа полета, и вот мы уже в аэропорту Тбилиси. Ночные огни города по-особенному показали очертания достопримечательностей и архитектуры этого старинного города. В Грузии живут около 150 казахстанцев. Они переехали сюда по разным обстоятельствам. Одни по работе, другие по воле судьбы. Но несмотря на это, казахская диаспора не теряет свое единство и гармонию. Раскрыть Тбилиси во всех его красках и самобытности нам помогла наша героиня, бизнес-вумен и организатор творческих проектов Саида Таукелева. В Грузию с семьей она приехала 7 лет назад. Доброе утро! В этот замечательный весенний день, свое утро я начинаю с кофе. Я иду в свой любимый кофе-шоп. Айда за мной! Как и полагается деловым женщинам, Саида расписывает свой график заранее. В будние дни она за чашечкой кофе обдумывает предстоящий день. Хоть мы далеко от родины, но мы безумно по ней скучаем, мы ее очень любим. И у нас есть наши сограждане, которые, скажем так, согревают, и мы не теряем ту любовь, которую испытываем к ним. Поэтому мы все время встречаемся, мы общаемся, непосредственно идет участие от нашего посольства. Потому что вот последние 2 года мы начали более сплоченнее и теснее общаться. Общаются наши дети, мы проводим всевозможные мероприятия. Дети имеют возможность разговаривать на своем родном языке. У них есть прекрасная возможность видеть, как общаются взрослые, как мы вместе готовим тот же плов, и как безумно мы скучаем по бауырсакам. И даже на официальных приемах, которые проводит посольство, всегда доминирует казахская кухня, от которой все гости в большом восторге. Поэтому хочется сказать о том, что мы безумно скучаем по родине, но тем не менее у нас есть здесь кусочек маленький Казахстана, и благодаря этому, мне кажется, мы не забываем, откуда мы, и мы всегда хотим вернуться, и с удовольствием всегда приезжаем к себе на родину. Вот так вот. Грузия – это удивительная страна с многовековой культурой и историей. Тбилиси расположен на берегу реки Кура. Его появление связывают с наличием в городе теплых серных источников, а в переводе с грузинского Тбилиси означает «теплый». Издавна страна славится своим благоприятным мягким климатом, позволяющим туристам приезжать сюда практически круглый год. Мы сейчас едем в офис, он находится рядом с моей кофейней. Обычно я добираюсь по солнечной погоде либо пешочком, но когда график более интенсивный, то приходится садиться за руль и передвигаться быстрее. 3 года назад Саида вместе с партнерами организовала свое дело. Ее компания предоставляет брокерские услуги на рынке Грузии. Я знаю, что есть человек, Саида, которая лучше всех представляет Казахстан в этой стране. И не только Казахстан здесь, но еще и Грузию представляет в Казахстане. И я все это видел своими глазами. Я вижу, как она представляет свою страну здесь, в Грузии, наилучшим образом. И вот после знакомства с ней мне захотелось очень сильно поехать в Казахстан. Как раз побывал, а там увидел, как она представляет Грузию. Так что она лучший посол Казахстана в Грузии, лучший посол Грузии в Казахстане. Едем на репетицию к деткам, посмотреть, чем они сегодня обрадуют.
Может, они готовятся к концерту? Всем известны богатые традиции грузинского народа и их большая любовь к народным танцам. В каждой грузинской семье ребенок обязательно обучается танцу. Преподают девочкам и мальчикам по-разному. У мальчиков воспитывается энергичность и мужественность, а у девочек – нежность и грациозность. Это не только танцы, это искусство. Это искусство, которое дает детям очень обширное образование. И все национальности стремятся к этому, чтобы до конца изучить, допустим, историю Грузии, историю других народов. Тбилиси – это красивейшая река Кура с ее живописными каменными берегами, которая протекает почти через весь город. Здесь множество старинных жилых кварталов, которые ярусами как бы заползают на многочисленные горные холмы. Нарикала – городская крепость Тбилиси, душа и сердце города. Ее возведение началось примерно в IV веке. В переводе с тюркского «Нарынкала» означает «малая крепость». Источники утверждают, что Нарикала, находящаяся на Великом Шелковом пути, была оборонительной системой Тбилиси. В 1827 году крепость была разрушена землетрясением, и с тех пор ее так полностью и не восстановили. В целом, осматривая город, понимаешь, что несмотря на сочетание древней архитектуры с современными проектами, все в нем слажено и гармонично. Саида в своем плотном графике иногда находит время пробежаться в загородном парке. Это излюбленное место для занятия спортом не только у местных жителей, но и у гостей города. Саида очень большую, кстати, помощь оказывает нашему посольству в проведении самых различных мероприятий, потому что основная задача вообще посла, чрезвычайного и полномочного, это крепить грузинско-казахские отношения во всех сферах. Там, в экономике, в торговле, в культурной, гуманитарной сфере и так далее. И мы здесь, когда проводили там День независимости или корпоративный вечер, там, встреча Нового года, мы, кстати, всегда приглашаем всех казахстанцев, которые здесь живут. И Саида, она, можно сказать, наш внештатный работник посольства, которая очень большую такую кипучую энергию всегда проявляет и помогает нашему посольству. Это очень... Буквально в 5 минутах находится, значит, наша резиденция, и утром я все время здесь бегаю. Знаете, один круг это 1 километр 200 метров, ну, где-то 5-6, иногда 7 кругов. Пробежишь с утра, но бодрости потом на целый день. И Саида тоже, кстати, не каждый день, но периодически я еще поражаюсь, что вот у нее, значит, 2 детей, свой частный бизнес, она нам помогает, еще она утром здесь бегает, так что, ну, образцовая казахская женщина за границей, я бы так сказал. Еще раз хочу поблагодарить казахстанцев и особенно Саиду, которая самую активную роль выполняет в цементировании, в укреплении казахско-грузинской дружбы. В Грузии рек больше, чем озер. Реки принадлежат 2 бассейнам – Черноморскому и Каспийскому. Страна богата гидроэнергоресурсами. На некоторых горных реках построены искусственные водохранилища. В Грузии, в Тбилиси мы приехали воспитывать внуков. Вот здесь гуляем с внуками, здесь на Хрустальном мосту, в парке Мзиори, ходим в студию творчества. Дни у нас расписаны, как у нас, так и у мамы. Наша работа с внуками.
Конечно, хочется домой в Алмату, в Казахстан, скучаем, но ждем каникул. Как только каникулы наступают, мы все вместе едем в Алмату. Очень-очень по Алмате скучаю. Да, Грузия очень нравится, Тбилиси очень нравится, очень теплый, гостеприимный народ. Независимо от того, все относятся с большим теплом и очень приветливы. Нам здесь нравится, но домой хочется, что там говорить. На территории Грузии находится множество христианских святынь, и ежегодно паломничество к святым местам совершают сотни туристов. Мужской монастырь и храм Джвари построен на высокой горе в городке Мцхете в VI веке. Он является одним из шедевров архитектуры и первым в Грузии памятником всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО. А под горой, где построен храм, шумят и сливаются две реки – Арагва и Кура. Удивительно то, что сам храм стоит на краю скалы, и, приближаясь к нему, чувствуется энергетика старинных времен. Храм изнутри выглядит так же аскетично, как и снаружи, без росписей и украшений. В центре храма возвышается Святой Крест, по преданию, принесенный христианской просветительницей Нино. Ее икону в храме почитают больше всех, ведь при жизни она исцеляла больных и помогала страждущим. В Грузии в ее честь много девочек называют Нино. Столбы обрушенных ворот и башни и церковный свод. Таким увидел Джвари воспевший его поэт Михаил Лермонтов. Сегодня храм остался таким же, как и при визите русского классика, и именно это место он выбрал для написания известной поэмы «Мцири». Мы сейчас направляемся к моей подруге, известному дизайнеру необыкновенных ювелирных украшений Минанкари Софо Гангляшвили. Вот, она только недавно прилетела из Парижа, хочет с нами поделиться своими новостями, какой-то победой. Поэтому мы идем не с пустыми руками. Софо! Привет! Как дела? Привет! Софо, я тебя безумно рада видеть в родном нашем Тбилиси. Последний раз, когда я тебе звонила, ты была в Лондоне. И если ты поделишься какими-то своими новостями, что было в Лондоне. В общем, я вот среди дизайнеров я заняла 2-е место, но это было 166 дизайнеров, и я получила за новшество в дизайнерском деле, так сказать. Это равносильно просто Оскару, да, мне кажется. Не знаю, как все, но наверняка у меня это уже традиция носить кольца Софо, потому что все всегда отмечают необыкновенный дизайн, и когда я куда-то улетаю, я всегда с гордостью говорю о том, что это твои работы, и все интересуются, что же это такое, и я объясняю, что это перегородчатая эмаль, а свои истоки она берет еще с глубины, да. В конце 20 века начали уже делать вот серьги и так далее. Насколько мне известно, называется Минанкари. Да, ну это эмаль, в принципе, Да, вот по-грузински это... Переводится как да. Минанкари – это искусство создания изделий из металлов с перегородчатой эмалью, известное еще до нашей эры. Она является визитной карточкой Грузии, о школе грузинской эмали уже свыше 10 веков. Среди многочисленных друзей Саиды есть и знаменитый на весь мир художник Мераб Гагеладзе. Его работы напоминают итальянские фрески и византийскую мозаику. Ирма,
сказала, что Мираб трудится в своей мастерской, поэтому мы идем к нему, посмотрим, что он там делает. Мираб! Привет! Привет! Как дела? Нормально. Наша с Аидой дружба началась там 3-4 года тому назад. И ей очень нравилось это вся такая грузинское искусство, это все. И хотела показать все это у себя на родине. Вот, и предложила, мне тоже понравилась эта идея, и вот так все и началось. Потом было несколько выставок в Алмате и в Астане, и я ей очень благодарен, потому что это всегда очень хорошо. Во-первых, то, что человеку нравится твоя работа. Так что в этом смысле и во всех смыслах она вообще молодец. Это же я же! Круг общения Саиды состоит из творческих личностей. Среди них ювелиры и художники, певцы и актеры. И благодаря нашей героине эти замечательные таланты Грузии глубже познают казахскую культуру. Мы надеемся, что в творчестве этих людей вскоре мы увидим частичку нашей Родины. Сейчас я хочу показать нашим гостям дом человека, который является другом нашей семьи. Без него я вообще не представляю Грузию, потому что это легендарная личность. Здравствуйте! У меня этот год юбилейный. 65 лет, к сожалению. Я больше полувека уже на эстраде. Я очень люблю Казахстан. Я когда первый раз в Казахстан приехал, Жене сказал, купи, я говорю, мне несколько одеял. Она говорит, зачем столько одеял? Думаю, я говорю, у казака так, после застолья, я говорю, мне еще потом на пол должны положить. Накрыть дастархан там и на полу, полулежа, я говорю, пить и кушать. Мне это понравилось очень. Я всегда пою. Когда, говорит, мне хорошо пою, и когда мне плохо, тоже пою. Если, говорит, народы говорят, что лебедь после своей лебединой песни умирает, пусть я, говорит, тоже умру, но с песней. Благодаря нашей героине мы увидели Тбилиси во всех его красках. И по доброй традиции нашей программы вручили ей памятный подарок из Казахстана. Сегодня мы провели прекрасный день в солнечном Тбилиси, в замечательной стране Грузия. Но родиной остается, конечно, Казахстан, мой любимый город Алмата, по которому я очень скучаю, в который я с удовольствием всегда приезжаю. Мы всегда проводим с семьей наше время именно в любимом городе Алмате. Поэтому до встречи в Казахстане, до встречи в Алмате. Добро пожаловать в Грузию и всегда рады возвращаться домой в любимый Казахстан. Всего доброго, до новых встреч, пока!